Центральный районный суд Симферополя продлил на месяц срок содержания под стражей для бывшего главы предприятия «Крымавтотранс» Владислава Грицака, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Речь идет о беспроцентном займе на 8,5 миллионов рублей, который Грицак предоставил связанной с ним компании. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Неприятности у Владислава Грицака начались с момента присоединения Крыма к России. 10 сентября 2014 года представители крымской самообороны захватили крупнейшее в Крыму автотранспортное предприятие «Крымавтотранс», в состав которого входит 64 автостанции и автовокзала. В феврале этого года против него возбудили уголовное дело и арестовали. Сегодня защита предлагала отпустить Грицака под подписку о невыезде, либо вынести залог. Заседание шло 5 часов и закончилось тем, что суд встал на сторону следствия. Обвинение обратилось к суду с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, выразив опасение, что Грицак может скрыться от следствия, воспрепятствовать ему или же повлиять на свидетелей. Однако оснований в своем постановлении следователь не предоставил, заявили адвокаты обвиняемого. Когда суд задал вопрос, почему вы не представили подтверждающие документы этим обстоятельствам, он ответил, что это мои личные доводы. Да, то есть он в этом убежден. То есть какие-то убедительные доказательства у него имеются, но представить он в суд их не может, потому что они реально и фактически отсутствуют. И когда суд начал выяснять эти обстоятельства и представить следователя, представить суду материал уголовного дела относительно заявленного ходатайства, он не смог. Потому что он так сказал, материал уголовного дела, подтверждающий этот факт, отсутствует. Как стало известно, следствие настаивает, чтобы Грицак признался в совершении преступления. Следователи нам были предложены предложения об изменении меры пресечения с заключения под стражу на даже подписку о невыезде. В этом случае Владислав Николаевич должен был признать свою вину и избирать особый порядок. Владислав Николаевич считает себя невиновным, защита аналогичным образом считает себя невиновным, поэтому признаваться в том, чего не совершали ради свободы, Владислав Николаевич не захотел. Адвокаты также обратили внимание на несоблюдение судебной этики самим судьей. Очень удивило, конечно, отношение суда к участникам процесса. Совершенно не уважают здесь ни адвокатов, ни прокуроров, ни следователей, ни зрителей в зале. А зал был полон народа. Объявляют перерыв в судебном заседании, в то же время продолжают рассматривать другие дела, гражданские, уголовные. Чтобы дождаться постановления, провели еще за дверью суда 2,5 часа, пока судья рассматривал другие ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей. Крайне удивлена отношением к участникам процесса, а также решением суда. Считаю, что оно незаконно и вынесено без учета обстоятельств дела. Адвокаты Владислава Грицака намерены подавать апелляцию в Верховный суд Крыма. В феврале 2015 года уголовные дела были также возбуждены и против временной администрации, пришедшей на Крымавтотранс после его национализации. По делу проходят руководитель временной администрации Крымавтотранса Игорь Семенов и директор фирмы «Крымавтосервис» Игорь Колесников. Они обвиняются в присвоении или растрате, совершенной с использованием служебного положения в особо крупном размере. Подследственным грозит до 6 лет тюрьмы. По нему также проходит экс-министр транспорта Анатолий Цуркин. Он стал фигурантом уголовного дела о подстрекательстве к совершению растраты. Однако они находятся на свободе, а Цуркин даже работает советником Сергея Аксенова по транспорту.